світанні час мае ўласцівасць пакрываць змрокам тое, што калісьці было відавочным. Мы рушым наперад у мінулае, каб яно ізноўку сталася светлым і зразумелым сучасным пакаленнем. Вандруем па Гомельскай вобласці. Взяла хлеб, забыла, зато девка добра была. Жаль бы мне на козака, жаль бы мне на его. Потоптала в черевички, ходячи до его. Потоптала в черевички, ходячи до его. Адчуванне, што мы на самым ускрайку сусвету, цывілізацыя засталася далёка за плячыма. Мы на скрыжаванні, дзе сустракаюцца розныя культуры і традыцыі. Вёска Тоніш. Асабіста я ў прадчуванні цікавых адкрыццяў. Спадзяюся, вы таксама. Пошел хлопец по чеснок, постой, девка, 2 часов. Жаль бы мне на козака, жаль бы мне на его. Потоптала в черевички, ходячи до его. Потоптала в черевички, ходячи до его. Пошел хлопец по цибулю, постой, девка, поцелуй. Жаль бы мне на козака, жаль бы мне на его. Потоптала в черевички, ходячи до его. Потоптала в черевички, ходячи до его. Пошел хлопец по мне кинул, постой, девка, не кину. Жаль бы мне на козака, жаль бы мне на его. Потоптала в черевички, ходячи до его. Потоптала в черевички, ходячи до его. Сёння ў вёсцы Тоніш Лельчыцкага раёна мы слухаем цудоўныя беларускія песні ў выкананні народнага фальклорнага калектыву «Тоняжанка». Я его ждала, всю ночку не спала, ворота пооткрывала. Я его ждала, всю ночку не спала, ворота пооткрывала. А мой батько едет, да едет, ворота минає, минає, а ноченька темна, а зорочка ясна, яка моя доля нещасна. Наш колектив создався ще у 1938 году. Был хор где-то 40 человек. Потом, после хора, уже создался отросточек коллектива «Тоняжанка». Дрыневская Галина Трофимовна, она была дрыневская, а сейчас она прибыловец по мужу. Галина Трофимовна – это сестра двоюродная Михаила Павловича Дрыневского. Репертуар, все этот коллектив, сами репертуар. Те, которые они научились от бабушек, от матери, они передали в коллектив, и все время они идут. Еще у нас была очень хорошая участница тех годов, где-то 40-е, 45-е годы, Галина Павловна Венгура. Она тоже, она была очень такая женщина, которая много было репертуара. Ну, что-то взяли от ее и от Трофимовой нашей. Ой, буйной ветер веет, ой, с погорки же буйной ветер веет. Ой, там козак, ой, пшениченьку сеє, ой, там козак, пшениченьку
свой час вёска Тоніш уваходзіла ў склад Тураўскага княства. Паводле пісьмовых крыніц Тоніш вядомы з 16 стагоддзя як вёска ў Трокскім ваяводстве. Калісьці гэта была невялічкая вёсачка сярод гіблых балот і дрымучых лясоў. У 1800 годзе тут налічвалася ўсяго 64 двары, 56 сямей. Цяжка мусілі працаваць сяляне, каб адваяваць у леса ды дрыгвы кавалкі зямлі пад пашу. Ходить ворон понад морем, дай ходить ворон, ой, да понад морем, дай заглядає пільно водой, заглядає пільно водой. Десь заглядає, ой, на пільно воду, да нема землю, нема льоду. Нема землю, нема льоду, ай, да нема зиму, ой, да нема льоду, да нема дівці переводу. Нема дівці переводу, ай, де не репила, ой, да деревчанки, да ще половину ставу. Ще половину ставу, ай, да не годнівать, ой, да не дяченько, да не годівкину не славу. Каждый человек этого ансамбля сам себе готовит костюм. Они вышивают, рубашки шиют, без рукавочки эти тоже они шиют. Наследство от бабушек. А у кого нету, значит, по наследству от старейших передали. Это все народное тонерское. Да. Все с нашего села. Это колись люди так носили, люди так ходили, так и они шили для себя костюмы эти. И вот они, чтобы было красивее, они делали полоски, они делали, украшали этими. Это праздничные костюмы, а на каждый день уже костюмы больше такие повседневные, простые. Ситцевые горошинками юбки и тоже ленточки пришивали. От Новополесья в их полностью, не так, у них Две. одна ці две полоски этих И узенькие, а уже у тонерских живнок уже широкие. Любят Они красиво, Они любят красивые медведь. Красиво люблять. На небе месяц, на небе ясной, на небе зорочки горят. Послушай, милой голубчик сезай, що про нас люди говорять. Вони про тебе, вони про мене, вони про нашу любов. Як ми любили, смілуй з тобою, стерного зразу дай до конца. На небе месяц, на небе ясной, на небе зорочки горят. Вёска Тоніш знаходзіцца сярод непраходных балотаў. Натуральна, што ейная назва ўзнікла ад слова «тонь» – топкае месца. І спярша яна называлася Топаш. Знакаміты зямляк Михаил Дрынеўскі неяк жартам казаў словамі русака: «Не заедзеш, а патонеш».
Мы ў вёсцы Тоніш Лельчыцкага района. Кажуць, што яна ўзнікла больш за 400 гадоў таму. Пра гэтае сведчыць клад, знойдзены падчас пахаты ў 1958 годзе. Гэты клад налічваў 200 манет 15 стагоддзя. Калина малина, чтоб я росла, я голова, чагошка ліната. Мы працягваем далучацца да спрадвечнай беларускай культуры, дзякуючы народнаму фальклорнаму калектыву «Таняжанка». Ці суші боїться, ці дождова жагається, ще не баю у садах, жду не бажай. Ой, помру я, мила, а ты будешь жива. Ой, предмечай мила, где моя. Церква раньше стояла вот на этом месте, где мы сейчас стоим. И это было в 1735 году. И церкву во время войны сожгли. Даже в церкви в нас сожгли, там все написано, сколько, 263 человека в церкви сожгли людей. И уже вот со временем решили все-таки церковь надо восстановить. И уже восстановили церковь рядышком с мемориалом. Трофимовна, дочка в Канаде, она начала, первая прислала деньги, и уже на те деньги основания сделали. Потом уже много людей, которые спонсоры в других где-то республиках живут, они тоже присылают деньги. Где-то в Минске, ну, во всех городах. Все, которые людям неравнодушные к этому, чтобы в Тониже была церковь, они присылали деньги, и вот эти деньги, за эти деньги понемножку, по капельце строится церква. Наши вёсцы бытые обряд Чирочка. Вот мы хотим с обряда поспевать несколько песен. Весною все люди, танюжуки, собираются на этот обряд. Пекут красочные чирочки такие, красивые птушечки. И это встреча весны, а у нас это обряд встреча птушек. Каждая семья выпекает много этих чирочек. И уже мы утром собираемся, молодежь елочку наряжает, а уже старейшие сортуют уже чирочки. И идем на самый конец вёски горы. И по дороге мы поем все обрядовые песни, а там уже зазываем и гукаем весну на горах. Черетом зелененьким, за черетом зелененьким лежит Нева неураной. Неурана, не сеяна, неурана, не сеяна, по той Неве ходит по ней. Ходит по ней, по долине, ходит по ней, по долине, рвет цветочки, лье веночки. А за ею ходит панич, а за ею ходит панич, отдай девку венка свою. Мы ў вёсцы Тоніш Лельчыцкага района. Нам распавялі, што вакол вёскі багата ўрочышчаў з цікавымі назвамі. Напрыклад, Калясішча, Доўгарад, Крывуля.
У гады кастрычніцкай рэвалюцыі пры Тонежскай воласці быў арганізаваны мясцовы валасны рэвалюцыйны камітэт. У 20-е гады тут вялася барацьба з бандамі Балаховіча і Юшкевіча. Падчас савецкай улады ў Тонежы працавала пошта, ФАП, паравы млын, хата-чытальня. Меўся і скураны заводзік, які належаў Шэндеру Фрэчеру. У 1923 годзе хату-чытальню наведвалі 16 чытачоў. Дагэтуль памятаюць, што самым актыўным лічыўся Лазар Раўкоўскі. Тонеж – вёска-сястра Хатыні. Яе напаткаў гэткі ж трагічны лёс. Ва ўшанаванні памяці загінулых тут усталяваны вось гэты манумент. Ніхто в лесе гукає, ніхто в лесі гукає, коля коні шукає, коля коні шукай. Не шукай, коля коні, не шукай, коля коні твоє. Я перакананая, вы таксама адчуваеце цеплыню, якую выпраменьваюць удзельніцы народнага фальклорнага калектыву «Таняжанка». Твоє коні в городі, твоє коні в городі, у нас дюшки в городі, у нас дюшки в город. Як пойдеш переймати, як пойдеш переймати, той на душу побачиш, той на душу побачиш. Ніхто в лісі гукає, ніхто в лісі гукає, коля коні шукає, коля коні шукай. Но у нас вельми хорошо есть люди, которые вышивают. Вышивкой занимаются, народные мастера. Вот Малиновская, например. Еще у нас вельми хороший мастер есть лозоплетение. Кошелки очень красивые такие, из лозы. И обделывая такое, это самое, мастер хороший. Потом бондари у нас есть, которые пчелами занимаются. Раньше у нас очень было развито ткачество, ну теперь уже меньше, но ткуть. Некоторые еще, в некоторых семьях еще ткуть. Полотенца красивые, постилки красивые ткуть. Занимаются, потому что село... Сядьмо, мамко, повечеряймо, сядьмо, мамко, повечеряймо, повечеряймо, делимось. Повечеряй, поделимося, повечеряй, поделимося, хорошенько розійдемось. Тобі, мамко, бойня порожня, тобі, мамко, бойня порожня, а мені, мамко, як довісимось. Тобі, мамко, не ти бердечко, тобі, мамко, не ти бердечко, а мені, мамко, полотенець. Добрыя людзі і выдатныя пявуні сёння сустракалі нас тут у вёсцы Тонеж. На жаль, надышоў час вяртацца ў Мінск. Убачымся ўжо там. Гэткім чынам мы вернуліся з Тонежа і сёння тут у мінскай студыі гуказапісу назіраем за тым, як народная песня будзе набываць радыкальна новае гучанне. Группа «Харли» была организована году в 2002-2003, сейчас уже точно не вспомню. Сколько, очень много народу уже поиграло в ней и экспериментировали со стилями, с музыкальными инструментами. И, как видите, эксперимент не остановился, а продолжается. Фронтмен Харлі Євген Чалышаў літаральна ў сакавіку гэтага года вырашыў крыху перайначыць накірунак дзейнасці гурта, аздобіў склад духовой секцыі і дадаў святочнасці ў гучанне. Первое более-менее профессиональное выступление состоялось, наверное, у меня в одном из ночных клубов города Гомеля. Я пел чью-то там песню, не свою, тогда я песню еще не писал. И, по-моему, заработал даже каких-то $20 за это выступление. Ой, сван хорки, хорки буй
адзначыць, што вакальная школа ў Яўгена Чалышева класічная ў дачыненні да эстрады. Ягоным настаўнікам быў песняровец Валерый Дайнек. На сегодняшний день тромбон, труба, саксофон и скрипка в том числе существует в нашем коллективе гармонично. А что будет дальше, не знаю, может быть, появится там гусли. Дарэчы, за гады існавання гурт Харлі прэзентаваў 2 альбомы, адзін з якіх родныя мясціны суцэльна беларускамоўны. Мой взор остановился вот на этой песне, называется она «Як с подгорки». Чуть-чуть были доработаны, доделаны слова, потому что текста было немного. Вось так літаральна на вашых вачах ствараўся новы вобраз старой народнай песні. Ацэньвайце, што атрымалася, я ж з вамі развітваюся да наступнага раза. Под горки, ой, бойной ветер веет, ой, спокойно. Дорогие девчонки, спасибо вам большое за предоставленный материал. Спасибо вам за ваше внимание. Я надеюсь, вам понравится, вы оцените. Dziewczynenka, ta ja